Барсана салям, меня зовут Булат. Сегодня мы находимся в штабе татар. Будем ходить, задавать интересные вопросы и, конечно, ждать очень интересные ответы. Тимур, ты веришь в новогоднее чудо? Да. Вот какое новогоднее чудо ты ждешь? Я жду, что вообще в мире все наладится. Все в мире. А вот для себя, например, личного, там, здоровья, там, чтобы у тебя там, я не знаю, на работе получше слава, чтобы ты учебу сдал, что-нибудь такое есть? Да у меня и так все нормально, меня все устраивает. Угу. Ну, все, слава богу, короче, Аллах ашкер, Аллах ашкер. Хорошо. А вот, например, ты фильмы смотришь вообще? Да. Какие вот 3 фильма новогодних ты мог бы посоветовать нашим зрителям, чтобы поднять новогоднее настроение? «Один дома один», «Один дома два» и «Иронию судьбы». О, кстати, советский фильм, очень классно. Ты любишь советские фильмы? Ну, под Новый год, да. Хорошо. А вообще, ты вот, ну, готовить любишь? Готовишь? Нет. Нет? А вот как ты думаешь, татарская жена должна уметь готовить? Конечно. А вот какие 3 блюда, которые бы тебе приготовила жена, ты бы полюбил просто вот всей душой? Губадью, плов и эчпочмак. О, губадья, кстати, это очень вкусно. Окей. А вот, например, представим ситуацию. Вот ты пришел домой, да, и вот жена приходит уставшая после работы, говорит: Жан, я вот так устала. Вот приготовь что-нибудь. Вот ты бы что ей приготовил, чтобы ее удивить? Талкыш калаве. О, нифига себе. Ты умеешь готовить так? Нет. Все, ладно, Рахмет Бигзур. Давай, брат. Как вас зовут? Меня зовут Адель. Аделя? Скажите, какие ваши самые любимые фильмы за Новый год, которые вы посмотрели уже? Я от Ядла Киноман. У меня на Кинопоиске просмотрено 1200 фильмов. Я, наверное, не делю фильмы на новогодние или нет, но сейчас мне нравится по настроению фильм «Меланхолия». Второй, наверное, фильм, который я недавно посмотрела, из начальной кинематографии Хаяо Миядзаки, это мой любимый режиссер мультфильмов, это «Принцесса Мононоке», очень интересный фильм Да. об эко-проблемах, можно сказать. Вот. И третий фильм, ну пусть это будет недавний фильм, который смотрела в кинотеатре, «Дракула». Это очень интересная интерпретация такого вечного романа, немножко сказочная, сказка для взрослых, но я ходила с девочками, коллегами, всем очень понравилось, прям очень было интересно погрузиться в эту историю. Советую посмотреть. А вот, например, какие, вот так не в тему вопрос, какие 3 фактора должны быть присущи любому татарину? Вот он прям обязательно должен это делать или уметь? Наверное, быть гостеприимным, такое базовое качество. Второе, быть, наверное, музыкальным или танцевальным. Многие татары... Творческим, да? Да, умеют что-то из этого делать. И третье, ну, допустим, мне кажется, базовый минимум знать вот одно слово на татарском. Я знаю даже несколько. А ну-ка давайте, очень интересно послушать, какие мы татарские слова знаем. Темле булсын. Так, приятного аппетита, спасибо, Рахмет. Рахмет. Спасибо. Сау булыгыз. Саулугас. Ну тогда саулугас. Все, Рахмет за интервью. Меня зовут Дамир Закри, если полностью. Ты уже смотрел «Салам пополам» шоу? Салам пополам, нет, не смотрел. Вот приходи к нам, и вы приходите. Там будет вечернее шоу, мы пригласим гостя, желательно татарина, который нам покажет шоу, повеселит вас, а потом мы вместе поиграем, попоем. Блин, я думаю, все... Это отлично будет реклама, и я думаю, все придут. Скажите, а вот вы вот так назад вот на вас посмотреть, очень мужественно выглядите, прямо вот так по-татарски, настоящий батор. Вот скажите, какие вот 3 качества присущи любому татарину должно быть? Слушай, ну тяжело сказать. Честность, открытость и богобоязненность. Ну это очень, кстати... Вы, кстати, первый человек, который так ответили. Я прям поздравляю вас с этим. А вот хозяйственно должен быть? Хозяйственным? Да. Смотря в чем. Ну, например, в доме там лампочку прикрутить, ну, наверное, должен быть. Мне кажется, он либо должен сам уметь, либо у него деньги должны быть, чтобы вызвать мастера. Ага. А вот для татарки, например, что должно присуще быть? Ну, должна лампочку уметь крутить. Это было хорошо. Если по-серьезки, то, наверное, самое главное, чтобы девушка была всепрощающей, понимающей и эмпатичной. О, это, кстати, очень тоже было приятно. У тебя вопросы, которые прям ни с кем не совпадают. А вот, например, ну, готовить должна уметь? Готовить? Ну, я, честно говоря, кажется, да, вот как будто бы. Как будто надо, чтобы, ну, она лучше в этом разбиралась. А вот, ну, какие твои топ любимых блюд, например? Вообще? Вообще, да, вообще. Можешь татарский назвать, можешь любые вообще. Мне кажется, вот для мужчины, типа, мясо поесть, да, если он ест его,
в основном татары едят. Я не знаю, ты знаешь татар, которые не едят мясо? Да, знаю, кстати Знаешь? говоря, да. Ты, да? Не, ни в коем случае. Ты все. Ну, короче, что было мясо или рыба, что-то там, и гарнир, и овощи. А остальное все как будто, ну, не так важно. Вот есть база, ты зашел в дом, открываешь дверь, и там пахнет едой, понимаешь? Вот это как будто кайф. Блин, ну вот это, кстати говоря, класс, когда домой приходишь, она пахнет выпечкой такой домашней. А вот, например, смотри, вот, например, представим ситуацию. Вот пришла твоя жена, да? Она такая: ой, Жан, я так устал после работы. Вот приготовь что-нибудь, вот. И что бы ты приготовил, чтобы прям ее удивить? Слушай, ну я бы, наверное, сделал этот чай просто, заварил бы И скрасил все приятной беседой. и лучше беседы ничего не будет. Да точно так же мясо сделай. Вот девушки, они, что бы вы ни говорили, вот это все, десертики и прочее, мясо будет лежать там с картошкой, вы тоже с кайфом съедите на самом деле. Мгм. Что ты считаешь, вот самый такой визитный карточек своей? Наверное, песня «Кубаляк». Вот, потому что это песня, которую я сочинила на татарскую народную песню. Вот, и моя цель была сделать так, чтобы татарские народные песни зазвучали по-новому, чтобы это было как-то посовременнее, и чтобы люди не забывали о том, что откуда вообще корень татарский. То есть татар халық жерлары қоян шыққаннар. Вот, это все, это моя цель. Вообще, номер один. Друзья, все, кто хочет услышать самые красивые, самые лучшие, самые мелодичные, самые не просто вот прям вот не повторяющиеся песни, забивайте в интернете, что? Вафина на английском языке. Вафина на английском языке. Все, ладно. Бигзур рахмет сизге. Давай. Представьте сначала, как вас зовут? Меня зовут Айдар. Айдар, вот какое новогоднее чудо ты ждешь от этого года? Я просто жду чуда. Просто ждешь чуда, да? Ну, вот чудо можно считать, то, что ты найдешь такую татарку настоящую? О, это самая главная моя мечта. Самая главная мечта. Зрители, всем внимание. Точим клыки. Так, хорошо. А вот какие-нибудь итоги за этот год у тебя есть? Что ты вот всего добился? Может, ты там 1 000 000 рублей заработал? Или, например, достиг каких-то больших высот, которые ты прям весь год ждал? Так, ну и 1 000 000 заработал, получается. Получил 2-е высшее образование, не получил новую должность. Ну ничего, все в следующем году обязательно будет. А куда 1 000 000 потратил, если не секрет? Это я накопил его на махр. А, да? Да. А вы что, в замуж выходите? Ой, женитесь, извините. Пока нет, для будущей жены. Для будущей жены. Ну, я думаю, в следующем году у вас после этого эфира как раз появится. Да, надеюсь. Все, ладно, Бигзур Ахмед. У нас тут такой вопрос маленький. Чего вы ждете на следующий год? Какое чудо? Чудо? Ну, у меня на следующий год 2 курсача запланировано. Очень сложный семестр. Ну, чудо сдам, если все будет. Ну, короче, ждем чуда, то, что все сдадите, да? Да. Все, ну, Аллах берсе, сдадите, кошка. Куда деваться-то? Да. Все, ладно, хорошо. А вот такой вопрос, например. Вот что должно быть присуще любой татарке? Доброта. Ну, это первое. Да. А второе? А второе присущее. Ну, готовить должна уметь. Да я так уже подумал, Мгм. что полюбить надо сердцем. И не важно, умеешь ли ты готовить, и есть ли у тебя машина, или ее нет. Надо, главное, найти человека, с которым на одной волне ты. И тогда все получится. Мгм. То есть самое главное, чтобы человек тебя любил, и ты его любил, да? Да. Все. Материально не так важно. И умение чего бы то ни было тоже не так важно. Ты умеешь готовить? Я, поскольку-постольку, да, могу. Ага. Значит, ты будешь семье готовить, да? Ну, не исключено. Ну хорошо, вот какой твой топ-3 своих самых любимых блюд? Пельмени, манты. Это одно и то же, да? Просто побольше. Ну, да. И, пусть будет по-флотски. Макароны по-флотски, да? Да. Ну так по-простому, потому что Да, без да, всяких выдумываний, да? Да. Рания, вот топ фильмов новогодних, которые ты могла бы посоветовать? «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи». О, вот это вообще классно. Но я больше фанат советских фильмов. Я так понимаю, в штабе «Татар» очень любят смотреть «Гарри Поттера». Какая любимая часть? Первая. Первая часть? Нифига себе, момент какой любимый? Наверное, когда с главным героем начинают происходить вот эти вот чудеса. Когда Когда он понял, что он волшебник, да? Да. Все, понял. А ты вообще веришь в магию? Нет. Нет? А в новогоднее чудо? Ну да, в новогоднее чудо я верю. Какое новогоднее чудо ты ждешь на следующий год?
Я, наверное, оставлю это в секрете, чтобы точно наверняка сбылось. Какие мы за... Я, конечно, понимаю, что скажи, девушке должна быть загадка, но мы ее оставим лучше загадкой, ладно. Хорошо. Вот, например, топ-3 фактора, которые должна быть у любого татарина. Любовь к чаепитию, да? Абсолютно верно. Музыкальный вкус. И, наверное, умение танцевать. Умение танцевать. То есть тебе нужен такой оп-оп, задорный, оп-оп. Все, понял тебя. А вот ты говоришь музыкальный вкус. А вот какой тебе вот музыкальный вкус ты считаешь прям хороший? Вот Эльвин Грей от 1 до 10. Ну, давайте 10. 10, все, окей. А кто еще вот на 10, например, идет? Салават Абы. Обязательно. Ну, Фирдус Тямаев. Вот очень сильно его люблю. Эльшат Тухватуллин. И Марат Яруллин. Недавно приезжал. Все. Все, понял. А ты можешь какую-нибудь любимую песню просто припев опять? Тукта янгар, я умале, сагаш баста куненем анлале. Ты первый раз здесь вообще в штабе? Первый раз? Что тебя вообще здесь зацепило больше всего? Атмосфера очень домашняя, очень все гостеприимные. Я пришла, меня сразу же чаем напоили, елку мы нарядили вместе. Вот. Было такое, что-то напоминает. Да, вот. Поэтому мне это все здесь очень понравилось. А вот как Рустам Абый учит разговаривать с девушками, как ты это вообще? Очень хороший совет он дает. Очень хороший, да? Все, друзья, потом в следующем выпуске я вам как-нибудь раскрою пару секретиков, как хорошо общаться с девушками. Ильгиз, скажи, что ты вообще ждешь на Новый год? Какие у тебя вообще ожидания от него? Жду снега. Снега ждешь? Да, в Москве не хватает снега, только мокрый снег. Ага. Вот какие, например, 3 качества, которые должно быть присущи любой татарке? Красота. Красота? Так, первое. Готовить должна уметь? Да, это Второе. качество. Да, это обязанность, да? Я думаю, это навык, умение. И третье давай. Доброй должна быть, да? Да? Да. Добрый. И должна быть доброй, отлично. Хорошо. А вот что для тебя вообще вот настоящий татарин, такой вот настоящий, чистокровный? Как он должен быть? Для тебя, как ты его видишь? Порядочный. Порядочный? Какой еще, например? Вот как он должен быть одет, например, да? Вот как он, чтобы вот увидел, так, о, это сразу татарин, сразу понятно. В тюбетейке. В тюбетейке? Да. А вот ты как думаешь вообще, вот он должен прям знать татарский язык 100%? Приветствуется, желательно. Приветствуется желательно. Все, понял. Ладно, Ильгиз, Зур Ахмет, тогда сизге. Идем дальше искать жертв. Какие бы перед Новым годом для поднятия настроения ты бы татарских стендаперов посоветовал бы? Во-первых, Дамир Закри, добрый вечер, подписывайтесь. Салам пополам шоу, приходите, там будут комики. А во-вторых, ребята, кстати, здесь тоже делают стендап, и они часто зовут татар-комиков, которые демонстрируют свои навыки. Вот приходите, я думаю, это будет лучше, чем я сейчас кого-то порекомендую. Ну, серьезно, типа. Ну все, дорогие друзья, Биттек-Тем, мы поспрашивали вопросы, очень получили много интересных ответов. Приходите в штаб, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь этим видео своими друзьями. Ну и, конечно, всем хорошего настроения.